У меня 2 яблока, я решила испечь пирог яблочный. Получился очень красивый и пахнет очень вкусно. Так выглядит изнутри, и он очень вкусно получился. Закупка продуктов на $100, магазин Whole Foods. Вот такая минералка. Так, 6 бутылок свекла. Вот такие яйца самые дорогие взяла. Здесь 18, здесь 12. Вот такой хлеб черный. Капуста кимчи. Выглядит очень аппетитно. Вот такой творог, горчица, тюна, колбаса, огурцы, напиток и 2 творога. Ой, 2 творога. Пришли на наше место. Мы вот полюбили это место. Такое солнце у нас жарит. Я, наверное, и загорю даже. Хотя я уже не хочу загорать. Я не хочу быть такой темной слишком. Я люблю быть светленькой. Вот даже несмотря на то, что загар это красиво, но, короче, вот такая вот красота у нас тут рядом. Никуда нам не надо ехать, лететь никуда, ни в какой другой штат нет. Вот все здесь есть, под рукой, так сказать. Сегодня мы немножко заехали дальше. Здесь на лавке сели. Здесь так вот немножко высоковатенько. Красота. Тепло так у нас парит. Но дождя у нас нет. Парит. Ты смел. Was they owned like a plantation or a big farm, and then they had like a big tobacco farm, or whatever farm, and they had all these slaves working for them, and they don't have to pay them. So they got really rich. So all these rich Americans, when Britain said no more slaves in America, they said, what the fuck are you talking about? And that's what started the war. They said, no, we want slaves. And that's why we went to war with Britain. They said, pass the law, no more slaves. Why is it American Revolution? American Revolution? Yeah. Declaration of Independence, right? Yeah, American Revolution was 1776. It started, and then the Declaration. Сегодня 13 августа, четверг. Хорошо, что не пятница. Знаете, как говорят, пятница 13. И я с сыном приехали, мы вот сюда опять, в Норс-Бенд. Но сын у меня бегает, он побежал, а я немножко пройдусь. Еще так рано, еще только 9 утра. Я проснулась, кстати, сегодня в 7:40. И такая какая-то спала я почти 9 часов. И какая-то я такая, как, знаете, сонная. Чем больше спишь, как говорится, тем больше хочется спать. Кто-то вот забыл хэт свой. Погода вроде ничего. Градусов 20. Но с утра, конечно, прохладно. Да, уже пахнет осенью, но еще не совсем. Пахнет скошенной травой очень. Хотела... Это я. Такая у меня шапка пола. Большой козырек, очень хорошо. Сейчас нанесен SPF. Сегодня я с вами хочу поговорить о профессиях, которые бесполезные в Америке. Ну, как бесполезные? Они... Есть эти профессии, это работа, я не знаю, не профессии, а такие, знаете, услуги, которые
мы как бы раньше о них не слышали, но это есть в Америке, люди пользуются. Но не зря они есть, потому что спрос, наверное, все-таки существует. Я как раз сейчас нашла один канал, ну, вернее, даже не сейчас, уже давноватенько, но я его периодически смотрю, это очень интересно. Знаете, девушка, я вам оставлю, кстати, ссылку на этот канал, американка. Это видео на английском, ну, на английском я прекрасно понимаю, и даже, знаете, мне даже лучше смотреть на английском, чем вот этот автодубляж, который они вставляют вот на YouTube. В общем, что она делает? Во-первых, у нее очень канал большой, у нее 2,5 миллиона подписчиков, и она что делает? Слушайте, ну это популярно. Она идет в $1.03, она показывает, какие продукты в $1.03 можно приобрести и что из них сделать. И там и декор, и она еще приходит к людям и организовывает, так сказать, пространство. То есть она это как бы как дизайнер, но здесь в Америке это называется организатор кладовки. То есть чтобы люди не тратили время на вот это все, приходит специальный человек, нанимают, и вот так вот, ну, это экономия времени, конечно, для тех, кто их нанимает. Такая услуга стоит в час, по-моему, от 60 до 100, наверное, от 60 и выше, ну, где-то до $100 в час, представьте. И кто-то, конечно, хочет сэкономить бюджет, и вот эта вот девушка, она ходит и в $1.03, и она ходит в Thrift Store, Goodwill, она ходит в эти секонды, там покупает мебель, и они потом ее так реставрируют. Ну, в общем, конечно, это, знаете, такое у нее как хобби, но превратилось в работу. В общем, она это делает на профессиональном уровне. Ну, у нее, конечно, там в фоне канал, в фоне, когда там слишком много улыбок таких фейковых, но тем не менее интересно посмотреть. Вот $1.03. Кстати, именно когда я посмотрела ее видео про $1.03, про косметику, я тогда пошла в $1.03 и прикупила тоже косметики из $1.03. Но, честно говоря, я косметикой этой не пользуюсь. Так, она у меня есть, и даже много повыкидывала. Ну, в общем, она меня вдохновила. Следующая профессия – это профессия, ну не профессия, есть, конечно, выгульщики собак, то есть когда, ну, человек имеет собак, он не работает, он работает, и специальные люди, которые приходят и выгуливают твоих собак. У меня вот, кстати, напротив там дом, где мы живем, и там девушка живет. Там, короче, они нетрадиционной ориентации, две девушки. Они, по-моему, даже официально женаты. И, в общем, у них 2 собаки. И она работает полный день доктором. То есть она интерном даже работает. И вот приходит специально там, непонятно, кто это, парень или девушка. Ну, в общем, выгульщик собак. Выгульщик собак где-то от 30 до $50 в час. Следующее – это еще, кроме того, что выгуливает собак, практики. То есть тренировка собак, если собака какая-то злая, что-то там с ней работают, какие-то люди специально знают про это все, и они обучают собак, в общем, как-то дрессируют, тренируют собак. И тоже у моего мужа сестра, у нее вот как раз она собаку там заимела, так сказать. И эта собака была такая, немножко, она бросалась. Она не была агрессивная, но она бросалась, вот когда ты приходишь, она сразу тебе вот на грудь как-то так, от радости или от чего. Ну, в общем, ее немножко так отправили на 2 недели, и она стала немножко другой, да, вот работает это. Конечно, очень стала распространена профессия байер. Байер, что это значит? Это когда, вот даже я знаю, тоже смотрю девочку одну, она живет в штате Северная, по-моему, Каролина. И она выкупает вещи. То есть она выкупает вещи по скидкам в американских магазинах. Она отправляет в Россию. И она, конечно, берет комиссию. То есть она с вещи зарабатывает $20. Неплохая такая, в принципе, профессия. Но, конечно, это все. У всех этих профессий есть свои, так сказать, подводные камни. А есть байеры, которые здесь, в Америке, то есть
Кто-то тоже очень занятый, богатые это люди, они нанимают байеров, вот говорят, мне тут, мне вот надо на вечеринку сегодня пойти, мне надо там наряд. И вот специальные люди, они идут в магазин, покупают, и, ну да, вот так вот есть такие профессии. Да вот это, по-моему, ласточки летают, похоже очень. Так что да, много разных профессий, и нету предела, так сказать, фантазии. И есть еще такие работы, профессии, там даже по сбору какашек у тебя во дворе, какие-то там такие, знаете, то есть то, что люди не хотят сами делать, и те люди, у которых очень мало времени, но они не хотят тратить на это время. Так что как-то так. А вы пишите, может что-то новенькое добавите в комментариях.